Бухари, а в Муснаде Ахмада и грехи, которые совершит. А в некоторых риваятах приводится: каждому, кто постился в месяце Рамазан, будут прощены все грехи за исключением 4 человек. Кто же эти 4 человека, которых Аллах лишил прощения в месяце Рамазан? Первый — это тот, кто употребляет алкогольные напитки, да убережет нас Аллах от этого. И прошу Аллаха исцелить тех, кого постигла эта великая беда. Итак, первый — это тот, кто употребляет алкоголь. Всевышний поклялся напоить употребляющего алкоголь из реки Аль-Гута. Его спросили: а что это за река, о посланник Аллаха? Он ответил: это река, которая течет из половых органов прелюбодеев. Он сказал: кто пьет алкоголь, того заставят пить из этой реки и накормить из Тинатуль Хабаль. Его спросили: а что такое Тинатуль Хабаль, о посланник Аллаха? Он ответил: кровь и гной, который течет из обитателей ада. Да убережет нас Аллах от этого. Разум — это великий дар от Аллаха. Он даровал его человеку, чтобы тот не сбился с пути. Употребляющего алкоголь Аллах не прощает, даже если он и раскается, до тех пор, пока он не бросит пить. Хвала Аллаху, у нас есть лечебницы для больных алкоголизмом. Кто знает кого-то, кто заболел этой болезнью, пусть посоветует ему обратиться в эту лечебницу или сам за руку поведет. Второй человек, которого Аллах не прощает в месяце Рамазан, это проявляющий непочтительность по отношению к своим родителям, будь то повышением голоса, ослушанием, если в этом нет ослушания Всевышнему, и даже неправильным взглядом. Ученые сказали, что даже злой взгляд на своих родителей относится к непочтительности по отношению к родителям, и ему следует раскаяться, попросить прощения у своих родителей, и особенно, когда родители состарились и их характер стал сложным. Этому необходимо придать большое значение. Третья категория людей, которым Аллах не прощает, это люди, разрывающие родственные связи. Мы повторяем это каждый год, братья. Кто присутствовал на этих маджлисах в прошлом году, это знает. Разрывающему родственные связи Аллах не прощает. Это человек, который проклят прямым текстом Корана и Сунны. Да убережет нас Аллах. И лишен милости Аллаха до тех пор, пока не исправит разорванные связи, даже если разорвал связь с людьми, совершающими зло, даже если они допустили ошибку по отношению к нему. Разрывать родственные узы не разрешается ни в коем случае. Если скажешь: они вредили мне, то старайся сохранить мир между вами. Наступил месяц Рамазан, мир вам в этом месяце. Наступил другой праздник, поздравь их с этим праздником и пожелай им добра. Орошайте родственные связи хотя бы с помощью приветствий. Разрывать родственные связи не дозволяется ни в коем случае. Некоторые люди разрывают родственные связи за какой-то кусок земли, а порой и сказанное женщиной слово. Четвертая и последняя категория людей, которым Аллах не прощает в месяце Рамазан, это мушахин. Мушахин — это человек, который ложится спать в гневе на одного из мусульман, который навредил ему, ущемил его право и даже сказал про него что-то плохое. Не позволяй себе ложиться спать, когда твое сердце загрязнено гневом на брата. Зависть, гнев или ненависть по отношению к брату и есть грязь. А ты стал бы ложиться спать с грязным телом? Стал бы ты ложиться на грязное ложе? Стал бы ты ложиться в грязной постели? Нет, никто не захочет спать так. Так как же ты можешь ложиться спать, когда грязь находится в самом сердце? Ведь Аллах смотрит именно на твое сердце. Чтобы в твоем сердце было что-то из гнева, зависти или ненависти по отношению к брату, когда на него смотрит Аллах, это дело очень опасное. А когда злость в сердце достигает степени, когда человек